Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Сборная России за счетом 2-1 победила команду Японии в матче второго тура Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в австрийском Мельбурне. В одиночных встречах Андрей Рублев выиграл у Ясухита Нисиоки со счетом 6-1, 6-3. Затем Даниил Медведев оказался сильнее Кея Кисикори 6-2, 6-4. В парном разряде Аслан Карацев и Евгений Донской уступили Нисиоки и Бену Маклахану со счетом 6-4, 3-6, 10, 12. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее. УЕФА назвал нападающего Артема Дзюбу и защитника Марио Фернандеса ключевыми игроками сборной России по футболу. Об этом говорится в представлении команды на сайте организации в преддверии чемпионата Европы. Дзюба провел за национальную команду 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Фернандеш отыграл в майке сборной 25 встреч, отметившись 3 взятиями ворот и 3 ассистами. Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Подопечные Станислава Черчесова выступят в группе «Б» вместе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Баскетболисты казанского «Уникса» на своей площадке выиграли у черногорского «Морнар-Бара» в матче четвертого тура топ-16 Еврокубка и гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 86-61. Самыми результативными игроками матча стали защитник россиян Айзия Канан и разыгрывающий гостей Немanja Гордич, набравшие по 14 очков. «Уникс» возглавил группу H, выиграв 4 матча из 4. «Морнар» замыкает квартет, одержав одну победу при 3 поражениях. В пятом туре казанские баскетболисты на своей площадке сыграют с Андоррой. Встреча пройдет 3 марта. Результативная передача Михаила Сергачева помогла Тампе со счетом 5-1 обыграть Детройт в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт, а также Алекс Киллорен, которому ассистировал россиянин. Единственную шайбу гостей забросил Энтони Манта. Теперь на счету Сергачева 5 голевых передач в текущем сезоне. Его Тампа занимает первое место в центральном дивизионе, набрав 13 очков. Детройт замыкает таблицу, имея в активе 6 пунктов. В следующем матче команды вновь сыграют с друг другом. Встреча пройдет в субботу. Боксерский поединок в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Дилианом Уайтом должен пройти в срок, несмотря на ограничения в Великобритании. Об этом заявили представители команды россиянина. По плану бой должен пройти в Великобритании 6 марта. Напомним, боксеры ранее уже встречались друг с другом. В августе прошлого года в поединке за титул временного чемпиона по версии WBC россиянин одержал победу нокаутом. После этого были предприняты 2 попытки организовать реванш, однако бой дважды переносился из-за заражения Поветкина коронавирусом. В данный момент на счету 41-летнего россиянина 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при 2 поражениях. Перейдем к событиям якутского спорта. Международный турнир по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева в этом году пройдет в Московском дворце спортивных единоборств ЦСКА. Как сообщает ЕСИА, такое решение обусловлено эпидемиологической ситуацией. Известно, что на трибуны столичного спорткомплекса будет допущено 350 зрителей. Участниками традиционного турнира станут представители 10 зарубежных стран и более 15 регионов России. Честь республики будут защищать порядка 30 борцов. Соревнования пройдут с 4 по 6 марта. В Якутске на следующей неделе стартует чемпионат республики по мини-футболу среди команд первой лиги. В борьбу за медали сильнейшего дивизиона вступят 9 команд из различных районов и городов, а также сборная Северо-Восточного федерального университета. Все матчи пройдут под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей. Трансляция финального матча будет доступна на телеканале НВК «Саха». Напомним, что действующим победителем чемпионата является сборная Ленского района. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!